والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. Итак, от Анаса, который сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: кто сдержит свой гнев, в отношении того Аллах удержит свое наказание. Сказано, что хадис передал Табарани в Аль-Аусат, и у него есть шахид. Шахид, то есть подкрепляющая его версия от другого сподвижника, цепочка передачи от другого сподвижника, от Ибн Умара, у Ибн Аби Дунья. Шейх Аль-Альбани в Сильсиля Сахиха назвал этот хадис хорошим, то есть доходит до уровня хадиса Хасан. Итак, ман каффа гадабаху, кто удержит свой гнев. Сдержит свой гнев. Что это значит? Это значит, сдержит проявление гнева. Полностью избавиться от гнева это невозможно. И это неправильно. Человек, пока он человек, у него есть естественное такое чувство, естественная эмоция, как гнев. Хорошо? И человек, он не дерево, он не стена, и, конечно, у него будет гнев. Вопрос не в том, что запрещено гневаться. Вопрос в проявлении гнева. Проявлять гнев. Если ты удержишь проявление гнева, то тебе будет такая великая награда. Какая? Аллах, субхану ва тааля. Ты сдержишь гнев, Аллах удержит от тебя свое наказание. Есть люди, которым Аллах, субхану ва тааля, дарует эту великую способность при появлении гнева сдерживаться. К сожалению, мало таких людей. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что такой человек, который может сдержать свой гнев, не дать ему волю, он есть сильный человек. Он сказал, сильный не тот, который, когда борется, кого-то способен повалить на лопатки. Нет, это не эта сила, братья, на самом деле. Сила, которая может сдержать себя во время гнева. Бывает человек, обладатель мускулов, крепкого тела, но как только начинает гневаться, он не может удержать себя. Если человек сдержал свой гнев, Аллах, субхану ва тааля, сказано, удержит свое наказание. Эта награда будет кому? Тот, кто сдерживает свой гнев, просто желая натренировать себя, тренируя просто себя, изменяя таким образом свою нравственность. Или эта награда будет тому, кто подчиняется этому хадису, этому повелению от пророка, алейхиссалату вассалам. Конечно, это награда прежде всего тому, кто услышал хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, и, подчиняясь воле Аллаха, которая передана устами пророка, алейхиссалату вассалам, сдерживает свой гнев. Тому вот эта награда. Аллах удержит от него свое наказание. Если человек просто себя воспитывает, свою нравственность, если его цель делать это ради Аллаха субхану ва тааля, за это он тоже получит награду. Но именно эта награда, она кому? Тому, кто делает это ради Аллаха субхану ва тааля, желая подчиниться воле Аллаха субхану ва тааля. Подчиниться тому, о чем сказано в этом хадисе. Какие выводы из этого хадиса? Хадис побуждает нас сдерживать свой гнев. Чтобы человек, он не давал волю гневу, не бежал за своим гневом. Не так, что гнев ведет человека. Не он сам сдерживает свои эмоции, контролирует их, а наоборот эмоции руководят им. Нет. Вопрос, если человек все же сделал что-то или сказал что-то в гневе, несет ли он за это ответственность или нет? Мы скажем, если он совершил нечто, что нанесло ущерб другому человеку, тогда он несет за это ответственность. Например, человек очень сильно разозлился, впал в состояние гнева, не сдержался и кому-то сломал какой-то орган, сломал ему руку, например. Или порвал ему ухо, оторвал. Несет он за это ответственность или нет? Будет ли он выплачивать дия? Возложит ли судья на него ответственность? Да, конечно, потому что здесь да, мы понимаем, что ты был гневный, но этот человек тоже не виноват. Что он сейчас, ты сломал ему орган, или он потерял ухо, или еще что-то случилось с ним, или ты испортил ему имущество. Точно так же, как если сумасшедший, например,
испортит кому-то имущество. Хорошо. Будут ли родственники его нести ответственность за это, выплачивать? Да, будут. Или ребенок чей-то пошел и испортил кому-то имущество. Несут ли ответственность потом? Да, несут ответственность. Надо выплатить той стороне, которая понесла этот ущерб. Но если это слова, то есть был такой гнев у человека, и это выразилось в словах и в каких-то действиях, которые не принесли ущерб другому человеку, тогда несет он ответственность или нет. Понятно или нет? То есть там понятно, когда гнев выразился в чем? Нанесение вреда кому-то, тогда несет ответственность, взыскивается с него. А если то, что он сказал или сделал в гневе, не принесло вреда какому-то человеку, хорошо? Но он это сказал или сделал что-то, будет ли он нести ответственность за это? Принимаются ли в расчет его слова? Дается ли им сила действия или нет? Вот здесь мы скажем, здесь необходимо брать и уточнение. Какое уточнение? Мы об этом с вами говорили до этого. Уточнение, что гнев, он не одинаков по своей степени. Если бывает гнев какой? Гнев, когда человек совершенно забывает себя. То есть человек даже не знает, где он, на земле или на небе. Вот такой гнев. Он свое имя не знает в этот момент вообще. Это степень гнева самая сильная. Потом есть средняя степень гнева. Когда человек сильно разгневан, но он понимает, где он, что он на земле, а не на небе. Хорошо? Он, в принципе, понимает, что он делает, но настолько силен гнев, настолько он толкает его, что он не может себя сдержать. Но при этом понимает, что он делает. В отличие от первого, который не понимает. И есть гнев слабый. Хорошо, когда человек в состоянии сдержать себя. Так вот, мы скажем, что касается первой степени гнева, вот той самой высокой степени гнева, самой сильной степени гнева, когда человек уже ничего не помнит, как его зовут и где он находится, на небе и на земле, вот здесь он не несет ответственность за свои слова и действия, если, конечно, мы сказали, действия не причинили, что вред кому-то из людей. То есть, если человек в таком состоянии дал развод своей жене, будет ли этот развод действительным? Нет, развод не будет считаться. Не дается сила действия. Или в таком состоянии человек дал свободу своим рабам, например, невольникам, тоже не будет. Или какое-то имущество передал кому-то в таком состоянии, тоже не будет. Хорошо? Здесь нет разногласий на самом деле между учеными. Это как таляк, который дал человек, у которого нет ума, то есть умалишенный. Или как человек, который еще не достиг совершеннолетия, как ребенок, например. Это то же самое, совершил что-то, если ребенок. Это то же самое. То есть среди ученых здесь нет разногласий. Но разногласия есть относительно второй степени гнева. Когда человек гневается сильно, он понимает, что он делает, но не может себя сдержать. Гнев толкает его на это. Здесь разногласия среди ученых. Многие ученые говорят, что в таком случае его слова, они имеют силу действия. То есть если человек дал таляк, развод жене в таком состоянии, таляк будет действителен. Но правильное мнение Аллаху та'аля алям, если в таком состоянии человек дал таляк, что все-таки таляк его не будет действовать. Хорошо? Потому что как только гнев немножечко успокоится, немножечко, человек уже что? Пожалеет о том, что он сделал, то есть как будто что-то его толкнуло, а не он сам. И третья, самая низкая степень гнева, когда человек, да, гневается, но в принципе он и понимает, что делать, и может себя сдержать, в принципе, контролировать может себя. В таком случае, конечно, вне всякого сомнения, его слова имеют силу действия. Некоторые говорят, я немножко разозлился на жену и дал таляк. Скажем, и что? Любой человек, когда он дает таляк, конечно, он не дает это с улыбкой на устах, и с довольством. И не говорит, я тебе даю таляк, хорошо. Нет, он, конечно, злится немножко, но ты мог себя сдержать. Мог. Поэтому будет действовать такой таляк. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, в хадисе упоминается такой атрибут Аллаха Субхану ва Тааля, как то, что Аллах Субхану ва Тааля удерживается. Это атрибут действия. На самом деле атрибутов действия, что их очень много, то есть нет им числа. Все действия Аллаха Субхану ва Тааля, их очень много, и Аллах Субхану ва Тааля описывает этими действиями. Можем описывать его этими действиями, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, что ли Аллах Субхану ва Тааля распоряжается, Аллах Субхану ва Тааля устраивает дела творения и так далее. Дальше вывод, касающийся науки хадис. Сказано, что у него есть шахид. Шахид, что такое шахид? Шахид – это когда есть какой-то слабый хадис, то есть в нем есть слабость, но есть другой хадис, который подтверждает этот хадис. То есть,
этот хадис передан совсем другой цепочкой передачи, от другого сподвижника. Это будет называться что? Это будет называться шахид. Как здесь? Хадис передан от кого? А? От Анаса ибн Малика. Хорошо? Есть шахид, то есть подобный хадис, подобный текст, который передан от кого? От Ибн Умара радиллаху та'аля. Иногда бывает подтверждение не в виде текста. В данном случае подтверждение текста. То есть вот это есть текст, переданный от Анаса, есть другой текст, переданный от кого? От Ибн Умара. Это называется шахид. А бывает, когда есть подтверждение хадисов друг друга, укрепление хадисов друг другом, путем цепочки передачи. Внутри цепочки передачи это называется мутаба. Мутаба, что это значит? Это значит, в цепочке передачи есть какой-то передатчик слабый, у которого слабая память. Хорошо? Но есть этот же хадис, хорошо, передан с такой же цепочкой передачи, но отличие какое? Что от того шейха, от которого передал вот этот слабый передатчик, передает какой-то другой передатчик. Может быть, он тоже слабой памятью, но они двое, будучи добросовестными передатчиками со слабой памятью, они что? Поддерживают друг друга эти версии, и хадис, он переходит потом на уровень хадиса какого? Хадиса хасан, то есть хорошего хадиса. Мутаба, у него есть свои виды, мы привели сейчас пример наиболее простой. Это что касается данного хадиса.